30 исторических площадок в центре города. В Москве проходит крупнейший фестиваль реконструкции в России серии «Времена и эпохи». Репортаж Татьяны Черемкиной. Возможность погрузиться в живую историю представил 8-й исторический фестиваль цикла «Времена и эпохи». Изначально этот фестиваль проводился в музее-заповеднике Коломенское, но с прошлого года сменил свой формат. В центре города обустроили 30 исторических площадок, посвященных разным периодам истории, от каменного века до советской оттепели. В этом году действие исторического фестиваля развернулось на множестве площадок по всей Москве. Это крупнейшее международное событие, которое ежегодно привлекает туристов со всех регионов России и стран мира. Проект, который представили якутяне на историческом фестивале, это приложение виртуальной реальности, с помощью которого можно оказаться в Якутске XVIII века, пройтись по его улицам, изучить его изначальную архитектуру и ознакомиться с бытом того времени. Так, сначала берем очки, надеваем. Левая рука отвечает за движение вперед-назад, влево-вправо, а правая рука уже за повороты. ВИА-прогулка по древним городам на примере Якутска XVIII века. Так называется проект, который представили якутяне, команда детского технопарка «Кванториум». В дальнейшем изобретатели планируют дополнить свой проект строениями, персонажами, добавить игровую часть. Фестиваль шикарный. Мы впервые участвуем в этом фестивале и в конкурсе исторических проектов, который проходит в рамках этого фестиваля. За 10 дней мы успели ознакомиться практически со всеми проектами, которые участвуют в конкурсе. Они очень интересные. Наш проект тоже вызывал большой интерес у посетителей конкурса проектов и фестиваля. Подходили иностранцы, они ввиду своей эмоциональности лестно очень отзывались о нашем проекте. Дети приходили, многие, потом жюри тоже, и иностранное жюри на следующий день тоже. Хотелось бы еще, конечно, участвовать в таких мероприятиях. Мы будем работать над нашим проектом, чтобы уже более качественно представить его здесь. Якутский проект отвечает главным критериям оценки. Он оригинален, соблюдена подлинность исторического содержания и есть перспективы развития. И именно поэтому он вошел в 20-ку финалистов масштабной выставки исторических проектов. У меня остались очень яркие впечатления от этой экспозиции. Почему? Потому что я занимаюсь реконструкцией, и популяризация вообще истории – это то, чем мы занимаемся ежедневно и постоянно. Но популяризация вот в такой вот форме, которую ребята привезли сюда на конкурс проектов, я с ней сталкиваюсь первый раз. То есть, безусловно, понятно, что подросткам, молодому нашему поколению, детям, им очень интересны современные гаджеты, им очень интересны современные технологии. И привить им интерес к родной истории через подобного рода формы – это очень классно, это очень круто, не побоюсь этого слова, и это достаточно инновационно. Мне кажется, у этого проекта большое будущее. Победителей конкурса проектов определит жюри. Это наиболее опытные представители реконструкторского сообщества, ученые-археологи, зарубежные координаторы исторических мероприятий. Финал международного конкурса исторических проектов состоится 22 августа. 9 победителей получат по 1 миллиону рублей на их реализацию. В рамках фестиваля проходят бесплатные экскурсии по Москве и тематические квесты. И это настоящий праздник истории, которая всегда вызывает интерес. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва.